Итальянский футбольный клуб «Ювентус» потерял за несколько дней почти 200 тысяч подписчиков в Инстаграм. Потери аудитории начались после объявления об уходе обладателя 5 золотых мячей – Криштиану Роналду. Вероятно, армия фанатов Роналду в соцсетях пополнит ряды болельщиков Манчестер Юнайтед. Английский клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 36-летним португальцем с возможностью продления на сезон. Я думаю, это будет потрясающе, если честно. Я прочитал об этом буквально минуту назад. Я помню, как он пришел, я был еще подростком. Да, это было бы здорово, если бы он вернулся в премьер-лигу и закончил бы свою карьеру в клубе, с которого все началось для него. Я думаю, это было бы феноменально. Тот факт, что он возвращается в Манчестер Юнайтед, независимо от его возраста, фантастика. Я не могу представить себе фаната Манчестер Юнайтед, который был бы разочарован этой новостью. Роналду возвращается домой. Сначала ходили слухи, что Роналду перейдет в Манчестер Сити. Тогда болельщики Манчестер Юнайтед были в гневе. Были и те, кто в знак протеста сжигали футболки с фамилией звезды. Криштиану Роналду возвращается в Манчестер Юнайтед спустя 18 лет. В 2003-м «Красные дьяволы» заплатили лиссабонскому «Спортингу» 12 миллионов фунтов стерлингов за форварда. Потом были «Реал» и «Ювентус». «Реал» выложил более 90 миллионов евро, а «Ювентус» 112 миллионов. Теперь сумма трансфера португальца в Манчестер Юнайтед составила 15 миллионов евро. Еще 8 миллионов Ювентус получит в качестве бонусов в случае, если Роналду возьмет с Манчестер Юнайтед титул. Зарплата самого Роналду составит почти 500 тысяч евро в неделю. Роналду знает, что мы к нему чувствуем. Криштиану – легенда. Манчестер Юнайтед – лучший игрок всех времен, если вы меня об этом спрашиваете. Мне повезло играть с ним. Роналду выступал за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. Он трижды выиграл чемпионат Англии, стал обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе МЮ он выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира и впервые получил золотой мяч, приз лучшему футболисту планеты. Кроме перехода Роналду в Манчестер Юнайтед за время летнего трансферного окна, периода, во время которого можно покупать и продавать игроков, произошли переходы и других футбольных знаменитостей. Шокирующая история для испанской Ла Лиги. Лионель Месси покинул Барселону. Аргентинец переехал во Францию, где будет выступать за Пари Сен-Жермен вместе со своим другом и бывшим одноклубником Неймаром. Нападающий не смог подписать соглашение из-за правил фейерплей. У Барсы долги больше миллиарда евро, а на зарплаты игроков уходят 110% дохода. При правиле испанского чемпионата не более 70%. Месси пришлось покинуть клуб, где он провел всю карьеру, от детской команды до основной. На прощальной пресс-конференции футболист не смог сдержать слез. Еще одна футбольная звезда Килиан Мбаппе собирается сменить клуб. Француз заявил о желании перейти из ПСЖ в мадридский Реал. В Пари Сен-Жермен считают, что 22-летний форвард стоит намного дороже, чем 170 миллионов евро, которые предложил испанский клуб. Также одним из самых дорогих трансферов этого лета стал переход Джека Грилиша из Астон Виллы в Манчестер Сити. За полузащитника английский клуб, который принадлежит шейхам из Объединенных Арабских Эмиратов, заплатил 117 миллионов евро. А самый дорогой легионер российского чемпионата, полузащитник сборной Хорватии, лидер ЦСКА Никола Влашич, отправится в английский Вест Хэм Юнайтед. Клубы уже договорились о переходе. Влашич подписал предварительный контракт на 5 лет. Армейцы получат за трансфер хорвата 30 миллионов евро плюс 8 миллионов в качестве бонусов. Это наиболее дорогая сделка для российской премьер-лиги в рамках летнего трансферного окна.